Находимся на лыжной базе. На самом деле, во время реконструкции комплексной лыжной базы у нас очень долго просили представители такого технического вида спорта, то есть вот как раз вот ребята, которые занимаются кордовыми моделями, чтобы им наконец-то сделали нормальное место, где они могли бы заниматься. Саров, естественно, как обычно, оказался впереди планеты всей. Подобные сооружения есть у нас только в Нижнем Новгороде, и теперь у нас. Стоило 6 миллионов рублей, называется Кордодром, то есть действительно профессиональная площадка для того, чтобы заниматься вот этим кордовым моделированием. У нас здесь есть и места для зрителей, есть специальные места для того, чтобы технически обслуживать модели, есть, соответственно, само главное поле, на котором происходит соревнование, и плюс есть такой отнорочек для того, чтобы проверять вот эти самые корды. Сейчас пройдем туда, посмотрим, что там происходит, и заодно выясним, кто этим всем делом занимается и зачем. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы в полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Бросая ввысь свой аппарат послушный, или творя невиданный полет, мы сознаем, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. Ты зачем этим занимаешься? Потому что всегда же считал, что это какой-то мужской вид спорта, тем более технический. Ну, на самом деле, я считаю, что не бывает мужских, женских видов спорта. Мне это очень нравится, потому что я занимаюсь этим уже 10 лет. Я получаю почетные места. И для меня это... Сразу говори. Ну, давайте, титулами вали. На самом деле, раньше я ездила на детские соревнования, и там я получала первые, вторые, третьи там места. Но сейчас я езжу уже на более взрослые соревнования, и там скорее я летаю для своего результата, нежели чем для какого-то места. Связывать с образованием будешь с какими-то другими вещами? Есть уже куда собралась идти мысли? Вообще, наверное, я стану инженером либо актрисой, то есть у меня два таких вот. Дискретно. Да. Говорю, что это начальная инженерная подготовка. Вот, поэтому те, кто этим занимаются с детства, да, то им проще осознанно профессию выбрать. Вот, и дальше у них путь идет либо в науку, либо в современное производство. А как ребята вообще приходят? Ну, то есть как, вот такой шел, увидел объявление или зашел, пришел конкретно, да, или родители приводят? Родители заранее приводят, потому что у нас уже многие приводят своих детей. Вот. То есть сами занимались? Сами занимались, да. Потом старшие, вот, например, у нас учатся в Нижнем Новгороде в университете. Мама пришла ребенка записывать. Я говорю, а как вы про наш кружок узнали? А что его про него знать? У вас мой старший сын занимался, а я младшего привела. Мы начнем с того, что требует специального оборудования. Вот в центре кардодрома стоит такая называемая вилка-пилон. Она нужна для того, чтобы проводить соревнования по скоростным моделям. Вот это скоростные модели, две. Вот, какой-то прям не комплект, они с одним крылом всего. А это все связано с тем, что все хотят, чтобы модель летела с большей скоростью. А чтобы она летела с большей скоростью, нужно уменьшить лобовое сопротивление. Какие скорости развивают подобные модели скоростные? Рекорд мира 310 км в час. Рекорд России 308 км в час. Так, а вот эта модель, это другие, да, уже я так понимаю? Это другие модели, да. Это модели полукопии. Да, полу от слова, потому что они с контурным фюзеляжем, он не объемный, а контурный. Это сделано для младших школьников. Они тоже на скорость соревнуются? Нет, здесь задача? Здесь совершенно другая задача. Здесь на сходство с прототипом. Им нужно показать реализм полета, чтобы он был похож на полет настоящего самолета. То есть и оценка идет как в фигурном катании по красоте исполнения? Совершенно верно, да. 10-бальная система и коэффициент сложности фигуры.